и гости столицы. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости. Врачи педиатрического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Николаева. И я рада их представить. Заведующая Центром иммунологии и аллергологии и с аллергодерматозами, кандидат медицинских наук Оксана Голикова. Оксана Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Педиатр, заведующая консультативной поликлиникой Анна Александрова. Анна Васильевна, здравствуйте. И травматолог-ортопед Александр Ноев. Александр Кириллович, добрый день. Здравствуйте. Я рада вас видеть в нашей студии. Врачи – это всегда желанные гости, потому что, что ни случится, конечно же, мы всегда идем к вам. И задача у нас сегодня с вами непростая. Конечно, мы будем говорить о детском здоровье, но с каждым из вас можно говорить о вашей специализации очень долго. А у нас 20 минут, один блок. И, наверное, мы ответим на какие-то, может быть, самые популярные вопросы и коснемся каких-то симптомов, которые наиболее часто в вашей практике встречаются. Думаю, что начать нам стоит с врача-педиатра, потому что врач, который занимается лечением, профилактикой сезонных заболеваний, как раз мы в это время сейчас и выходим в эфир. И наверняка нашим слушателям и зрителям будет интересно узнать о том, как уберечь своего ребенка от гриппа, от ОРВИ, насколько профилактика помогает в том, чтобы укрепить иммунитет, и как-то сезонные заболевания прошли тебя стороной. Может быть, мы начнем с питания, может быть, с закаливания ребенка, может быть, вы дадите какие-то советы родителям по укреплению иммунитета. Здравствуйте. Прямо так говорить? Ага. Да, конечно. Ага. В общем, в первую очередь, это, конечно, профилактика, это вакцинация. Сейчас проводится вакцинация против гриппа. А так вообще сезонно сейчас идет профилактика, точнее сезонный ОРВИ. Это прежде всего вакцинация, во второй степени это у нас режим, образ жизни, питание детей. Питание должно быть в первую очередь сбалансированное, полноценное. В питание также входит более витаминное питание сейчас, да, витамины в том числе, это весной, осенью обычно детям назначаем. Это в течение месяца обычно дети пропивают. И витамины нужно, конечно, смотреть прежде всего состав. Также вообще в профилактику ОРВИ входит это, то есть меньше посещение мест скопления людей сейчас, больше, чаще мыть руки, помещение, то есть дома надо будет чаще проветривать помещение, точнее дом. Про это чаще всего забывает. Сейчас есть еще кварцевание, есть более такие современные аппараты в дома, так скажем. И некоторые родители даже пользуются. Сейчас во время этого сезона, конечно, лучше всего нас пугают, что есть какие-то еще разновидности ковида, что расслабляться поздно. Насколько эти опасения оправданы? Сейчас вообще ковид, по идее, приравнен к ОРВИ, а так есть вирусы, разновидности ковида тоже, поэтому надо быть тоже осторожными. Но в любом случае, это первая профилактика, прежде всего, это вакцинироваться, потому что она очень помогает. И, это, конечно, смотрится индивидуально. У детей более с ослабленным иммунитетом, конечно, это будет уже участковый педиатр на месте смотреть по анализам и по особенностям детей. А чем отличается помощь обычного врача-педиатра, который находится в поликлинике по месту жительства, от помощи врача-педиатра в медцентре? Мы уже проводим более специализированную помощь, то есть на этапе уже, если какие-то осложнения, если непонятно диагностические какие-то заболевания, мы проводим более тщательно. Это уже по специальности, то есть ребенка проводим более углубленный осмотр, диагностику. То есть если участковые педиатры на каком-то этапе не справляются, они, конечно, направляют в нашу консультативную поликлинику.
А какие самые частые вот на сегодняшний день обращения по поводу каких заболеваний? Какие лидируют? У нас вообще лидируют заболевания нервной системы и кардиологические. И сейчас еще более появились ортопедические заболевания с патологией ортопедии, травматологии. Ну и обращается гастроэнтерологически с желудочно-кишечным. Это с какого возраста у детей уже такие проблемы? Ну вообще это даже с дошкольного возраста. То есть до школы уже обращается. Очень много... Ну, это вот образ питания у детей меняется, поэтому сейчас заболевания... Потому что в детский сад они идут, в детском саду вроде бы с питанием там следят. В школе, да, наверное, это сложно уследить, да? Там и руки сложно уследить, чтобы ребенок мыл. Ну да, это как бы все сказывается. Сейчас просто более такие патологии больше стали именно по гастроэнтерологические в том числе, и патологии со стороны нервной системы тоже очень много стало. Анна Васильевна, спасибо. Поскольку вы упомянули врача-ортопеда, то я тогда перейду к Александру Кирилловичу. Александр Кириллович, расскажите нашим слушателям и зрителям, насколько важна, допустим, такая сумка, как рюкзак для школьника. Это улучшает его осанку или, наоборот, может навредить? Кроссовки. Это как повседневная обувь сейчас очень популярны. Это плюс больше или минус? Ортопедические стельки, насколько они действительно исправляют ситуацию там, в плане плоскостопия? Ну и те вопросы, может быть, которые я не задаю, но их задают ваши пациенты, и они очень частые. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, насчет рюкзаков мы рекомендуем носить по размеру ребенка. То есть они должны быть не выше плеч и не ниже поясницы. Они должны иметь ортопедический каркас. Рюкзак должен плотно прилегать к спине и двухлямочный обычный рюкзак. Ношение рюкзака на одно плечо может деформировать позвоночник. Ну, осанку, то есть сколиоз может развиться. А насчет кроссовок у нас таких противопоказаний нет, но наоборот они имеют супинатор, который поддерживает правильное положение стопы. То есть это хорошо, что кроссовки выбираются как повседневная обувь? Да. Сейчас они отлично монтируются с различным стилем в одежде и у взрослых, и у детей. Главное, не должно быть... Сейчас родители покупают на вырос. То есть на размер больше, чтобы сэкономить. Такие кроссовки могут ухудшить правильное положение стопы. Но вот я слышала, да, и сама уже на себе испробовала, мне кажется, что это верно, что обувь нужно покупать на размер больше. То есть ты идешь, замеряешь свою стопу в специальный магазин и берешь, например, если там у тебя, ну, у ребенка там какой размер, там 35-й, да, то ты берешь 36-й с учетом того, что там будет внутри ортопедическая стелька, ему будет так комфортно. Это правильно? Да, но она должна быть не больше и не меньше ноги ребенка. Ровного размера. То есть, если есть ортопедическая стелька, то на размер больше. А если ее нет, кроссовки уже с готовой там встроенной стелькой, то тогда нужно брать размер в размер, 35-й и 35-й? Да, ну, чтобы не тесно было и не сильно свободно. Но все-таки тогда, наверное, чуть-чуть там можно на полразмера больше. Потому что нога же все равно, пока ты ходишь, она как-то хочет какой-то свободы. Но если ребенок чувствует дискомфорт, надо уже менять кроссовки. Я вообще слышала, что и носки надо брать на размер больше, если не на 2 размера больше, чтобы ноги там было свободно. То есть сейчас как будто бы идет такая большая популяризация свободной обуви, именно там, где нога твоя будет как-то так чувствовать себя без сжатия, без ограничений. Я думаю, лучше ровно покупать, ровно по размеру. А какие вопросы задают ваши пациенты, которые приходят? Потому что я уже так махнула на такой возраст школьный, но к вам же обращаются и с детьми гораздо младше. Да, насчет осанки ребенка спрашивает, надо ли использовать ходунки, можно ли рано сидеть. Вот мы против ходунков. Против? Да. Все должно быть по возрасту. Например, если дети начинают ходить в 8 месяцев, это может деформировать конечности и деформировать осанку.
А вот иногда смотришь, дети ходят, и даже и не дети, а уже там, допустим, старший возраст можно взять, ходят на носочках. От чего это зависит? Или ходят и косолапят? На носочках это в большинстве случаев из-за тонуса. Надо уже подходить к неврологу и осмотр ортопеда. А вот косолапят когда? Косолапить, ну, также к ортопеду надо в поликлинику. Чем раньше, тем лучше, да, обращаться. Да. И когда, например, неправильная как будто форма ног, у ребенка форма ног иксом, это о чем говорит? Икс-образные ноги – это вальгусная деформация ног, считается. Рекомендуется ЛФК, физиолечение. А это можно поправить? Потому что вот смотришь, уже достаточно взрослые дети, и у них такая форма ног. Это уже можно поправить в каком-то взрослом возрасте или уже все? Ну, в раннем детском возрасте только наблюдение. Можно хуже сделать, если оперировать. А, это даже операция нужна будет? Да, если сильное искривление идет, надо оперировать. А если без операции, то тогда так остается. То есть кто-то не выбирает операцию, значит, оставляет такую форму. Природа сама исправляет в некоторых случаях. Но в раннем детстве она X-образная, а с возрастом выпрямляется. Ну да, может быть, надеются родители, что исправятся, поэтому не прибегают к таким, да? Да. Ну, осмотр ортопеда в этом случае обязательно. А чем помощь в медцентре ортопеда отличается от помощи ортопеда-травматолога в поликлинике? В медцентре проводится круглосуточная экстренная медицинская помощь при травмах. Потом уже дети идут в поликлиники свои. То есть, если что-то случилось, сразу в медцентр нужно ехать, и там уже обследование проходить, потом наблюдаться у своего врача. Спасибо. И к аллергологу. Мне кажется, самое популярное вообще заболевание сейчас и среди взрослых, и среди детей – это аллергия. У кого ни спроси, у всех она есть. И еще родители очень долго проводят какое-то обследование, чтобы понять, что симптомы у ребенка, потому что часто они простудные, похожи на простудные, являются именно аллергическими симптомами. Расскажите, пожалуйста, о причинах аллергии, о том, помогает ли аллерговакцинация и как сразу, может быть, быстро распознать, что это не ОРВИ, там не какой-то грипп, да, вот, например, кашель аллергический, а это именно аллергия. Да, как вы сказали, подметили правильно, что аллергические заболевания действительно сейчас имеют большую достаточно распространенность. И по данным, поближе микрофон, по данным института иммунологии и аллергологии, значит, распространенность составляет от 17 до 35% россиян конкретно. Это да? вообще или у детей именно? Вообще. У нас в Республике Саха-Якутия по данным Министерства здравоохранения, по данным Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра, у нас в детском возрасте, это дети до 14 лет, превалируют в основном проявления атопического дерматита, и они занимают лидирующее положение. Начиная с 2020 года, после перенесенной новой коронавирусной инфекции, подростки у нас начали часто болеть тоже простудными заболеваниями, но в то же время показатели ранее были прежде всего атопический дерматит, лидирующее положение, также занимал ведущее место. А с 2020 года пошел вверх показатели по бронхиальной астме. Ну и причина здесь понятно, да, что перенесенная коронавирусная инфекция, где слабо, как говорится, там идут и нарушения, и, соответственно, бронхиальная астма, она, в общем-то, сейчас активизировалась, можно сказать. Но причиной могут быть различные такие проявления, как, ну, во-первых, в первую очередь, это могут быть как респираторные дыхательные аллергены, которые влияют на органы дыхания. Это может быть пыльца растений, может быть пыль, да. Аллергии также причиной развития бывают и контактные. Это непосредственно контакт с аллергеном, а также при употреблении в пищу различных продуктов и напитков. В Национальном центре медицины мы, благодаря руководству Национального центра медицины в лице Жиркова Станислава Николаевича, директора Николаевой Людмилы Алексеевны, да, в июле месяце был открыт Центр иммунологии и аллергологии с аллергодерматозами. Здесь мы проводим консультативно-диагностическую помощь детям с аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Благодаря
хорошая оснащенность иммунологической лаборатории и наличие медико-генетической консультации. В этом году, ну и вообще в последние годы мы очень активно обнаруживаем детей с иммунодефицитами. Эти дети наблюдаются у нас, они получают внутривенную иммуноглобулин-терапию, но также есть несколько детей, которые получают подкожные иммуноглобулины. Эти дети особенные дети, у них бывают очень часто осложнения, жизнеугрожающие осложнения, и поэтому им постоянно на регулярной основе нужно проводить данную терапию, чтобы избежать летального исхода. А к вам уже попадают по направлению от лечащего врача, терапевта? Совершенно верно. У нас больница 3-го уровня, и, соответственно, к нам направляют по направлениям. Значит, по поводу аллерговакцинации. Аллерговакцинация – это метод исследования специфический, да, который вводит этот метод помогает уменьшить проявление аллергических заболеваний, а также снизить количество спектра аллергенов для того, чтобы предотвратить в дальнейшем развитие аллергических заболеваний, да, в частности бронхиальной астмы. Этот метод проводится с 5-летнего возраста в зимний период под наблюдением обязательно врача-аллерголога-иммунолога. Там же какой-то длительный, да, период нужно ходить, и через какой-то, как на работу ходишь, да, там достаточно часто. Да, потому что мы влияем на иммунную систему, и как она среагирует, в общем-то, вот достаточно сложно ответить, потому что у кого-то проходит очень быстро, можно уложиться в 30 инъекций, а кому-то проводится 90 и более, потому что ответ иммунный, он непредсказуемый, и, соответственно, вот бывают различные такие моменты. Поэтому врач-аллерголог обязательно должен смотреть и наблюдать за этим ребенком. Но сейчас есть методы достаточно интересные. Мы не только водно-солевыми растворами проводим подкожные инъекции, но у нас сейчас появились и сублингвальные, подъязычные аллергены, поэтому медицина не стоит на месте. И, надеюсь, в будущем будет достаточно удобные формы для того, чтобы не ходить постоянно к аллергологу-иммунологу. Но это очень действенный метод, который уменьшает распространение и дальнейшее развитие аллергических заболеваний. Но мне именно вот этот метод помог. Я болела аллергией, мне была аллергия. Конечно, сначала сделали тестирование, да, определяют, на что аллергия, потом вот аллерговакцинация. А насколько еще помогают, говорят, что тем, кто страдает аллергией, необходимо вот очищать свой организм, потому что аллергия может же быть и на медицинские препараты, кто их, например, достаточно часто употребляет. И вот советуют, такие абсорбирующие, да, препараты, которые проводят чистку организма. Это помогает, необходимо делать или это? В каждом случае, конечно, это индивидуально. У каждого, допустим, ребенок один может реагировать не только на несколько, не на один аллерген, а на несколько аллергенов. Поэтому тут все индивидуально, потому что иногда аллерговакцинацию мы проводим не только одним аллергеном, но и несколькими аллергенами, 2 и 3 даже аллергенами проводится. Поэтому очищение, конечно, возможно, рассматривать нужно индивидуально у каждого ребенка. Но это наверняка там не как основное, как дополнительное, да, что-то. У нас остается 1,5 минуты. Может быть, вы хотите к своим потенциальным пациентам обратиться? Может быть, вы хотите что-то еще сказать? Вдруг я что-то не спросила, а вы хотите озвучить это в эфире, пожалуйста. Мы с вами молодцы, да, потому что у нас такие достаточно серьезные, да, темы, а мы как-то уложились, и, в общем-то, наверное, основное... Хотелось бы, конечно, сказать, что раньше был такой лозунг в советские времена: солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. И вот, как сказала Анна Васильевна, закаливание, сбалансированное питание, витаминизация – все это способствует укреплению иммунитета. Это основные такие, можно сказать, постулаты для того, чтобы, в общем-то, не болеть простудными заболеваниями, особенно в нашем резко-континентальном климате. И начинать закаливание лучше с какого возраста ребенку? С малых лет даже можно в грудном возрасте, но это уже постепенно, начиная там небольшая теплая вода и уже со стоп начиная. А так дошкольный возраст, это садик тоже
садовский возраст, когда уже можно начинать тоже. Ну да, тоже без фанатизма, да? То там есть прогулки обязательно. прогулки или проветривание помещений да. для начала. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что вы сегодня рассказали полезное и интересное для наших слушателей и зрителей. Дорогие друзья, с вами не прощаюсь. Через короткие 4 минуты мы снова увидимся, и в нашей студии будут новые гости. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, и в нашей студии новые гости, которых я рада представить. Педагог детского подросткового центра города Якутска Антонина Титова. Антонина, здравствуйте. Здравствуйте. Старший воспитатель бюджетного учреждения детского сада номер 12 «Улыбка» Наталья Кузьмина. Наталья, добрый день. Добрый день. Можно обращаться к вам по именам буду? Конечно. Да. Спасибо. Спасибо, что вы пришли в нашу студию. А тема разговора в нашем втором блоке будет про конкурс, проект «Поддержка местных инициатив». Расскажите, пожалуйста, что это за конкурс и каково ваше участие в этом конкурсе и зачем вам это нужно и вообще кому это нужно? Ну, сокращенно и, наверное, более знакомо это вот все говорят ППМИ. Да, ППМИ. В этом году это 2025, и вся республика. Многие, наверное, в республике сейчас готовят свои заявки на этот конкурс. И у нас как раз есть такая красивая аббревиатура. Да. И, конечно, есть определенные... Поскольку это конкурс, есть определенные условия, которые нужно обязательно выполнить. И но мы в этом году участвуем, детский подростковый центр, я имею в виду, да, мы уже участвуем 3-й раз. 2 года в 22-м и в 23-м мы выиграли. И в этом году тоже очень надеемся, что выиграем с проектом оснащения мебелью и оборудованием. Наш центр, который находится на Клары Цеткин, Дом юнармии. Я видела фотографии мест, которые уже вот прошли, да, получили поддержку финансовую. И на то, насколько это большая разница, это, конечно, удивительно. Я надеюсь, наши режиссеры покажут, и наши зрители тоже это увидят. Так, это детский сад. Сейчас. Ну, сейчас там... Да. Ага, дело в том, что вот первый раз мы участвовали с благоустройством территории. На этой территории, конечно, появились новые строения небольшие. Мы уложили плитку, и основным условием участия в этом конкурсе является участие самих жителей, финансовое, участие спонсоров, участие муниципалитета. То есть, например, дается субсидия с бюджета республики до максимальная сумма 3 миллиона. И к этому добавляются еще и вклад спонсоров, вклад населения и вклад муниципалитета. Вот в этом году это у нас, например, проект на сумму 3 миллиона 990 рублей. То есть максимальная сумма. Расскажите вот или про этот проект, да, что вы хотите конкретно сделать, на каком участке, или про какой-то проект, который уже сделали. Вот, возможно, речь о вашем детском саде, да? Может вот быть... уже вот территория здесь вот какая была. Да. Прилегающая к нашему Дому юнармии. Здесь мы провели очень много субботников. Ну, вы тут сделали крыльцо красивое, да? Это у нас такое место, флаговая площадка, это детская площадка, концертная. Это вы делаете на территории какого-то конкретного округа? Да, на территории строительного округа находится это здание. И, конечно, вот это все для детей, разные территории, такие интересные. Ну вот, например, расскажите про какую-то территорию, которую вот уже показывают, да? Что это была за территория, почему сделали... Прилегающая территория Клары Цеткин. Да, вот здание. В прошлом году мы стали победителями с проектом что это за здание, например? Облицовки. Там находится... Это один из центров нашего детского подросткового центра, который находится на Клары Цеткин, и он расположен в строительном округе.
Вот. И есть прилегающие территории, которые мы уже благоустроили. И в этом году мы само здание облицевали. Вот такое. А территория, которую вы благоустроили для детей, там появилась детская площадка или что это? Это, ну, во-первых, обновилась спортивная площадка, плитку уложили по всей территории, обновилась вот эта концертная площадка, можно сказать, да, появилось новое сооружение такое, летом ребята могут там заниматься и в летнем лагере, а также появилось новое сооружение такое, многоярусное, ну вот так. И новая флаговая площадка, на которой проходят очень интересные мероприятия патриотической направленности. И часть денег на все это вы получили как субсидию. Часть собрали те люди, которые живут рядом, да, с этой площадкой? Да, и, конечно, те, кто инициировал этот проект, а инициаторы – это педагоги детского подросткового центра. Из личных своих денег они прям дают деньги? Но вообще кто как, по-разному. Мы проводили разные... Кто-то находит спонсоров, да? Но участие спонсора обязательно. Это как одно из условий конкурса. Вот. А на самом деле при желании софинансирования от населения, конечно, возможно. Мы проводили гаражные распродажи, мы проводили разные ярмарки. Вот. Это когда кто-то приносит какую-то вещь, а кто-то ее покупает, и вот эти средства. Да. А вот чтобы облагоустроить такую площадку, это сколько нужно было денег? Сумма в прошлом году у нас была 3 миллиона 600, сколько-то. А вот кто это все делает? Вы как находите? Или это у вас уже такие, ваши уже постоянные бригады? Нет, на самом деле, согласно закону федерального, объявляется конкурс, и кто-то выигрывает, и приходит подрядчик. Который эти деньги и забирает. Да, и делает по техническому заданию, выполняет работы. Это еще и нужно конкурс пройти строительной бригаде, чтобы этим заняться, надо же. Да, так. А как их оценивают? Это что за конкурс, интересно? Это по бюджетному, то есть чтобы... Есть такой закон 44-й, по которому как раз бюджетные деньги таким образом, я не знаю... Могут распределиться, да? Для того, чтобы оплатить кому-то работу, муниципальное учреждение не может само найти, выбрать, оплатить кому-то. Это должно быть все прозрачно через конкурсы и... В общем, такая сложность. А вы всем этим занимаетесь просто по доброй воле, на добровольческих основах? Мы выступаем как муниципальное учреждение, подаем документы как муниципальное учреждение, поэтому здесь есть, конечно, поддержка и со стороны строительного округа, есть поддержка нашего управления образования. Вообще, знаете, Светлана, я хочу сказать огромные слова благодарности. От всей души поблагодарить отдел, который занимается ППМИ. Вы знаете, столько терпения, потому что участников очень много, и желающих проконсультироваться тоже много, и вопросов много. И даже мы участвуем уже 3-й год, все равно есть вопросы, все равно мы к ним звоним. Всегда получаем ответы, все развернутые, все очень подробно, поэтому очень важно, когда есть рядом люди, которые могут подсказать, помочь. Да, и информация, конечно, первична, да, когда больше знаешь, то ты уже больше можешь спланировать. Наталья, давайте перейдем к вам. Как раз. Участие детского сада «Улыбка». Наш детский сад находится в районе 17-го квартала, также строительного округа. Наш садик построен в 1976 году. Мы участвуем впервые.
тоже вот решили поучаствовать, помогают нам детский и подростковый центр. Опытом делятся, получается. Опытом делятся, да. Ну, мы хотим на территории детского сада построить мобильную развивающую площадку «Аллея здоровья». Так как сейчас очень много детей с диагнозами, с ОВЗ, у нас 3 логопедические группы. А 17-й квартал же там что-то усиленно расселяют? Да, усиленно расселяют. А детский сад тогда... Ну, пока только начинает расселять, а детский сад наш оставляют на месте, не сносят. И вот мы решили поучаствовать тоже по МАИ-25. Тоже поддержка большая с наших родителей, всего нашего коллектива. И, конечно же, строительный округ нам помогает. Мы вот совместно собрание провели. А что изменится в детском саду после того, как вы получите такую поддержку и вот эти планы реализуются? Ну, мы на этой площадке мы хотим сцену. У нас очень много мероприятий, развлечений проходит, чтобы вот весной, осенью и летом наши дети там выступали на сцене. Приходили родители, смотрели. И мы хотим там же сделать беговую дорожку 30 метров. Дети, чтобы бегали. И также там рядом, все в одном месте, правда, поставить спортивный инвентарь, чтобы наши дети занимались. И у нас очень много тоже домов, в которые дети приходят играть на наших площадках. И на это всю красоту тоже нужна такая же примерно сумма, да? Нет, у нас смету уже сделали, где-то 1 990 000. Получается, меньше нужно, чем... так много перечислили, надо же, я думала, наоборот, скажите больше. У нас получается 4 этажа. Вот. И, конечно, у нас внутри там очень красивый ремонт. Это в подростковом центре? В детском подростковом центре, да. И вот как бы такой заключительный этап, когда уже и территория благоустроена, и фасад, и ремонт внутри сделан. Но, к сожалению, на момент сейчас у нас там все самое лучшее из старой мебели. Все, что могли собрать. Поэтому нам очень хочется, чтобы эту мебель поменять, и детям было нашим там хорошо, комфортно. И, конечно, оборудование, оно имеет большое значение для того, чтобы дети и воспринимали лучше, и активность какая-то была. Поэтому очень хочется, чтобы вот именно Клара Цеткин здание наше, оно уже... Мы бы очень хотим победить. Мы тоже. И чтобы уже можно было благоустраивать наши другие центры. Но вы же тогда, получается, конкуренты. И вот этому учреждению нужно, да, что-то, нужна сумма, и вам нужна. Тогда в строительном округе могут быть еще же другие организации. Они есть. Да. А как тогда вы между собой договариваетесь, кому лучше, кто первый получит эту помощь? Ну, там... Вот знаете, на самом деле все, что касается детей, мы почему объединились, и все, что касается детей, и нас важно, и для детского сада важно. Поэтому мы будем очень рады, если детский сад победит, потому что у них очень хороший, замечательный проект, касающийся здоровья детей. Ну, мы будем рады, я уверена, что и детский сад будет рад, если мы тоже победим. И при этом мы понимаем, что детский подростковый центр – это учреждение дополнительного образования, это учреждение, которое помогает ребенку определиться с профессией, много плюсов, поэтому все, что касается детей, это наша тема. И можно подавать каждый год, то есть любая организация может раз в год, подать, и ей не откажут, по крайней мере, в подаче, а потом уже рассматривают, и сколько организаций в течение года могут такую помощь получить. Но вот смотрите, мы вот сейчас до последний день у нас где-то 15 ноября, и до 15 ноября мы должны подготовить все документы, заполнить заявку, собрать все документы. И решение о том, кто победил, это будет в декабре.
Реализовываться проект будет в следующем году, в 2025 году, и особенность этого конкурса в том, что он реализуется в течение, должен быть реализован в течение 1 года. И, конечно, этот конкурс 1 раз в год объявляется. А принимает решение о том, кому эта помощь комиссия, которая это из администрации города? Нет, это у нас республиканский конкурс, он по всей республике проходит, и такой конкурс вообще проходит по всей России, поэтому субсидия к нам приходит, имею в виду муниципалитет наш, он приходит из республиканского бюджета. А еще кто такой активный в нашем городе, какой округ также активно подает, не знаете? Между собой не общаетесь? Наверное, центральный, я знаю точно, что центральный, пригороды. Вот сегодня буквально я читала, что Кангаласы, сквер молодежи планируют, в Тулагина. И, понимаете, я думаю, что вот это, когда жители сами предлагают какие-то проекты, да, это как раз самое нужное и важное для жителей данной территории. Поэтому поддержка местных инициатив, местных, и то, что нужно людям на момент сейчас на данной территории. Некоторые, например, я знаю проекты, которые связаны с освещением улиц, с водоотведением, то есть для жителей той территории важно освещение улиц. Вот, например, нас сейчас смотрят, да, слушают зрители, которые живут в каком-то округе, да, и например, они могут сказать, нашему округу это нужно. И это может с этой инициативой обратиться абсолютно любой житель этого округа, какого-то района нашего города. Да. А где можно эту информацию посмотреть, куда обращаться, куда написать? Есть вся информация о конкурсе есть на сайте ППМИ. Прямо можно прогуглить ППМИ, и там есть вся информация, какие документы нужны, форма заявки, есть много полезной информации. А так люди, там самое главное, что должна быть группа людей. Не один человек. Нет. Да. То есть это пишется все равно какое-то заявление от коллективного, да, какого-то... Да, инициатор проводит собрание, все должно быть зафиксировано. То есть первое, с чего начинается, это собрание, на котором собрание инициаторов, и на котором принимается решение, что давайте мы так сделаем. И, конечно, и потом уже в реализации, в подаче заявки все вместе участвуют. Режиссера еще попрошу показать красивую аббревиатуру, которую вы сделали, да, для наших зрителей. Да, и у нас есть такой опросник, который мы развесили. Но это тоже одно из условий конкурса. Спасибо вам большое. Я рада вас видеть сегодня в нашей студии. Рада, что вы поделились опытом. И желаю вам победы и детскому саду, и подростковому центру, потому что все это во благо детей. И вы хотите сделать их жизнь интереснее, лучше, веселее. Всем спасибо за внимание и всем хорошего вечера.